Старшее поколение – региональный проект национального проекта «Демография». Он направлен на поддержку активного долголетия граждан. Об этом проекте и не только мы поговорим сегодня с гостьей нашей студии Еленой Волковой, министром труда и социального развития республики. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Давайте для начала поговорим о проекте «Демография». Каковы его основные цели и задачи? В прошлом году в указе президента страны от 7 мая номер 204 была поставлена национальная цель – это увеличение естественного прироста населения в целом по стране. И для этого были разработаны такие национальные проекты, как здравоохранение, демография, экология, проект по дорогам. То есть те проекты, мероприятия которых будут направлены как раз на обеспечение данной поставленной национальной цели развития страны. И в Республике Саха-Якутия национальный проект «Демография» реализуется. Начиная с этого года координатором по республике по данному проекту является Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Но сразу скажу, это проект межведомственный, он комплексный. В нем принимают самое непосредственное участие наши социальные партнеры, Министерство образования и науки, Государственный комитет занятости населения, Министерство здравоохранения, Министерство спорта. К слову сказать, мы сегодня привлекаем очень активно общественные организации, общественные объединения. У нас достаточно много таких организаций в области развития семейной политики. Привлекаем для совместной реализации национального проекта. И в первую очередь мы уже договорились с нашими организациями по проведению активной информационно-разъяснительной работы целей и задачи этого национального проекта. Каков состав проектов, входящих в национальный проект «Демография»? Первое – это финансовая поддержка семей с детьми при рождении детей. Об этом проекте мы достаточно много говорили и в этой студии. К слову сказать, сегодня уже вся нормативно-правовая база принята, и главой республики установлены 3 новые меры поддержки семей с детьми при рождении детей с 1 января 2019 года. Второй проект – это содействие занятости женщин, мероприятия которого будут направлены на создание ясельных групп, на создание условий для переподготовки наших мам, которые находятся в отпуске по уходу. Далее проект укрепления общественного здоровья, направленный на повышение здорового образа жизни, и проект «Спорт. Норма жизни». Пятым проектом является проект «Старшее поколение». Давайте подробнее поговорим об этом проекте. Расскажите, как он сейчас реализуется в нашей республике. Проект «Старшее поколение» сегодня в первую очередь направлен на создание условий для развития активного долголетия. Такие мероприятия в него вошли, как создание системы долговременного ухода, это развитие системы социального обслуживания, в том числе через привлечение негосударственного сектора в систему социального обслуживания, развитие семейных форм ухода за гражданами старшего поколения. Это сегодня укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания и многие другие. И хотелось бы отдельно отметить, уже мы провели все организационные мероприятия, и будут в ближайшее время созданы новые дополнительные мобильные бригады, 14 мобильных бригад в районах республики, основной целью которых будет являться выявление граждан, нуждающихся в комплексной медико-социальной помощи, и предоставление сбалансированной медико-социальной помощи таким гражданам. Одним из основных мероприятий это будет предоставление возможности доставить гражданина из отдаленных сельских населенных пунктов до медицинской организации. Сейчас много говорят о развитии стационар-замещающих технологий, направленных на повышение уровня жизни пожилых людей. Давайте поговорим об этом. В действительности данное мероприятие
по стационар-замещению. Оно является одним из основных направлений проекта старшего поколения. И в нашей республике такой технологией является приемная семья для граждан старшего поколения. С 2013 года уже у нас создаются такие семьи. Буквально вот в мае месяце у нас их количество увеличилось до 194 приемных семей для граждан старшего поколения. Напомню, что выплата, которая предоставляется гражданину, осуществляющему уход, составляет сегодня уже немногим больше, чем 20 тысяч рублей. Эта выплата, она ежегодно индексируется, и мы считаем, что данное направление только будет развиваться. Скажите, а в каких регионах развивается это направление? Сегодня по республике Саха-Якутия, в общем-то, практически во всех районах данная технология, данная стационар-замещающая технология, она развивается, но в основном мы видим это в Чурапчинском районе, это Эвено-Бытамтайский район, это Амгинский район, Мегино-Кангаласский, Сунтарский, Татинский и в городе Якутске. Елена Александровна, какие мероприятия по повышению качества жизни граждан старшего поколения начнутся уже в этом году? Еще одним направлением в рамках проекта «Старшее поколение» является обучение и переобучение граждан старшего поколения. То есть мероприятия будут направлены на лиц предпенсионного возраста, то есть за 5 лет до выхода на пенсию. Люди этого возраста при желании могут обратиться в Центр занятости населения и уже сегодня получить полностью консультацию, где и как они смогут пройти такое переобучение. Переобучение будет проводиться по востребованным на рынке труда профессиям, и уже на сегодня 18 человек такое переобучение проходит. До конца года по нашим планам Государственный комитет занятости прогнозирует, что 387 человек предпенсионного возраста пройдут это обучение, а до 2024 года охват составит более 2300 человек. Но это количество, оно может и увеличиваться в зависимости от потребностей в нашей республике. А каким профессиям будут обучать людей предпенсионного возраста? Ну вот сегодня уже, в общем-то, те граждане, которые проходят обучение, они обучаются по таким программам дополнительного образования, как слесарное дело, электрогазосварщик, младшая медицинская сестра по уходу за больными, социальный педагог и другие профессии. То есть кто может принять участие и как именно они могут подать заявку? Ну вот как раз я сказала, что эта программа, она направлена на лиц предпенсионного возраста, то есть это люди, у которых возраст 5 лет до пенсионного возраста, они могут подойти в Центр занятости населения и, в общем-то, получить соответствующее переобучение. А какие еще реализуются мероприятия в рамках этого проекта? Расскажите, старшее поколение. Ну вот, как я уже сказала, что основная цель – это все-таки обеспечение системы долговременного ухода за лицами старшего поколения. И в республике сделан большой шаг в области законодательства. Мы, в прошлом году приняли закон Республики Саха-Якутия о комплексной медико-социальной помощи, как раз который станет основой для организации именно такой помощи населению. Как вы думаете, вообще в целом, как поможет этот проект? На что он ориентирован вообще, именно чему? Ну, безусловно, это повышение, как мы уже говорили, ожидаемой продолжительности жизни. И не просто, а именно здоровой жизни. Это повышение активного долголетия. Я скажу, что в этом году, кроме всех вышеперечисленных, мы вовлекаем в деятельность школ третьего возраста более 5000 человек. И, конечно, все это направлено на поддержку старшего поколения, на
повышение его активности, вовлечение старшего поколения в общественную, такую активную жизнь. А что касается отдыха, санаторного лечения, вот оздоровления, какие-то такие мероприятия проводятся? Эти мероприятия, они сегодня у нас предусматриваются в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения». К примеру, для ветеранов труда и для ветеранов тыла у нас есть меры социальной поддержки, направленные на обеспечение санаторно-курортного лечения. К примеру, ветераны тыла у нас имеют возможность выехать и за пределы республики и получить компенсацию за санаторно-курортное лечение, а ветераны труда могут, значит, выехать в пределах Республики Саха-Якутия и получить такую компенсацию за санаторно-курортное лечение. Что касается санаторно-курортного лечения инвалидов, допустим, этой категории, нужно обращаться в фонд социального страхования. А вот вообще само старшее поколение, оно направлено на поддержку долголетия? Ну да, безусловно, безусловно. И мы ожидаем, что как раз все мероприятия национального проекта «Демография» именно во взаимосвязи с теми национальными проектами, которые сегодня реализуются, в частности, большой проект по здравоохранению, будут в полном объеме направлены на поддержку и повышение активного долголетия среди населения в республике. А каких результатов мы должны достичь именно по продолжительности жизни? Какая цель сейчас стоит? Цель по продолжительности жизни в целом по стране стоит 87 лет. 87 лет. По ожидаемой продолжительности здоровой жизни, как я уже сказала, до 67 лет должны к 2024 году обеспечить именно этот показатель. А что делается для того, чтобы люди сами были заинтересованы вот в продолжительности жизни, в долголетии, другими словами? Мы, конечно, сегодня должны проводить большую информационно-разъяснительную работу. Да? В общем-то, мы должны говорить о том, что человек сам, в общем-то, должен сегодня приложить максимум усилий для того, чтобы продолжительность жизни, она должна, как говорится, увеличивалась. Да? Спасибо вот. Но большое. при этом мы создаем условия для наших людей, для того, чтобы это все можно было реализовать. Спасибо большое. Это было актуальное интервью.